Стаккато, мелкие, да? Мелкая техника. Когда мелкая техника, животик работает маленькой, очень маленькой амплитудой, как собачка. Да. Сбоку, наверное, виднее будет. Да. Да. Вот маленькой такой вот амплитудой. Когда не стаккато, когда какие-то легатные интервалы, какие-то пассажи, когда надо много слиговать в медленном темпе, амплитуда дыхания у животика, она будет гораздо больше. Вот так животик будет, вот так. Да. Живот большой, меньше, постепенно потихоньку, мешаться. Да. Это называется амплитуда, да? У мышцы. Вот такая будет. Смотри, дышим вместе. Вот надули его, да? И теперь поем. Амплитуда большая для следующей фразы. Вот какая большая амплитуда. Если надо мелочевку попеть, ну стаккато. Ну пусть это будет гамма какая-нибудь, да? Зажми живот хорошо, чтобы он шевелился. Видишь, почти не видно этой амплитуды, но ты ее слышишь. Рукой ощущаешь? Вот. Рука только твоя чувствует. А визуально мы даже не видим, что он вот так делает. Ты только можешь рукой почувствовать маленькую амплитуду. Ну, обязательно, что живот нужно, дыхание внутри живот больше. Да. Больше. Когда ты воздух набираешь, да, идет вдох. Вдох. Да. Все, что наполняется, как любой мешочек, как любой сосуд. Если мы в него что-то наливаем, он наливаем. Если мы в него что-то наливаем, он становится больше. Если из него что-то выливаем, он становится меньше. Мы сейчас как бы типа наливаем, да, воздух, вдыхаем, значит он становится больше. Сейчас мы будем воздух выпускать на фразе, значит он будет уменьшаться. Когда петь, это выдох. Да, уменьшается. И живот меньше. Конечно, меньше. Обязательно. Но это физиология. Мы же не изобретаем велосипед. Знаешь, что такое велосипед? Он уже изобретен. Все это естественный процесс. Все, что наполняется, становится больше. Все, что уходит откуда-то, выливается, выдыхается, становится меньше. Это как бы физиология такая. А это когда мы поем, это выдох. А мы перед пением мы вдыхаем, наполняем себя воздухом. Воздух в нас заходит, наполняемся мы воздухом. Мы куда-то его должны распределить в себя. Да? Когда поем, мы потом его выпускаем. Животик у нас становится меньше. Диафрагма работает так. Там видно, да? Видно. Вот она прикреплена к нашим ребрышкам. Вот они, ребрышки. Где твои ребрышки? Вот здесь? Вот твои ребрышки. Вот так она. Она прямо к ребрышкам вот так пристегнута. Да. Смотри. Когда ты вдыхаешь, диафрагма опускается вниз. Выдыхание. Нет, вдыхаешь. Да, выдыхаешь. То есть наполняешься. Да, внутри выдыхаешь. Да. Почему у нас живот делает вперед шаг? Это не диафрагма. Не диафрагма. Диафрагма, ты наполнилась, когда здесь делает вниз шаг. А мышцы вдыхателей, они вот эту стенку, как сказать, распирают. Я понимаю. Вперед. А диафрагма делает вот так. Да. А ты вот, а мышцы вдыхателей вот так. Поэтому вот снизу, когда звук мы уже выдыхаем, диафрагма немножко подпирает. То есть когда ты из себя уже звук тянешь, другая мышца выдыхатель, она живот тебе обратно делает, да? А диафрагма, она же была вот так, да, вот так была. А
А диафрагма на выдохе, на пении, она начинает делать обратный шаг вот сюда к ребрам. И поэтому ощущение опоры звука есть, да? Подпираем мы вот эту струю воздуха, подпираем. Она диафрагмой снизу вот так подпирается. Да? А животик в это время вот так вот делает. Вот так. Вот так. Вот такая мышечная работа идет. А при вдохе диафрагма вниз, животик сюда. Да, правильно. Выдох. Правильно, да. Вдох. Выдох. Поняла? Да, понимаю. Спасибо большое. Спасибо.